Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. Сегодня в программе. Подписаны межправительственные соглашения. Визит делегации Приднестровской Молдавской Республики в Абхазию. В режиме тестирования нарушения правил дорожного движения будут фиксировать автоматические устройства. В памяти фольклориста и нартоведа в Сухуми открылась научная конференция, посвященная юбилею Артура Аншба. Правительственная делегация Приднестровья прибыла в Абхазию с официальным визитом. Сегодня министр иностранных дел Абхазии Даур Кови встретился со своим коллегой Виталием Игнатьевым. В ходе встречи дипломаты обсудили актуальные вопросы двустороннего межгосударственного сотрудничества и подписали соглашение о взаимных безвизовых поездках и взаимном признании документов в области образования. Затем гостей из ПМР принял президент Абхазии Рауль Хаджимба. Подробности в репортаже Симаргон. Нынешний визит официальной делегации из Приднестровской Молдавской Республики в Абхазию – результат прочности сложившихся отношений между республиками, показатель готовности к дальнейшему развитию контактов на уровне гуманитарных, культурных и других отраслей. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Абхазии Даур Кови, принимая коллег из Приднестровья. Наши устойчивые связи сегодня и та общность позиций по большинству вопросов, которые есть между странами нашими, сегодня предоставляют, на мой взгляд, очень хорошую основу для дальнейших наших контактов, которые у нас сегодня есть. Мы также неизменно благодарим вас за то ваше внимание к тем позициям, к нашим внешнеполитическим вопросам, за то внимание, которое вы всегда проявляете к нашей республике. Министр иностранных дел Абхазии выразил уверенность, что взаимоотношения между странами отвечают интересам двух народов. Приднестровская Молдавская Республика – надежный партнер, на которого мы опираемся, отметил Даур Кови. Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев поблагодарил за прием. По его словам, находиться в Абхазии у своих друзей и соратников – большая честь. Первый базовый договор о сотрудничестве Приднестровья и Абхазии заключили в январе 1993 года. В рамках этого документа было подписано множество межведомственных соглашений. Виталий Игнатьев уверен, что опыт сотрудничества и взаимодействия показывает, что это не только историческая судьба, но и выбор наших народов, которые готовы бороться за свободу и независимость. Я думаю, что в целом потенциал работы у нас достаточно широкий. Уверен в том, что мы своим взаимодействием, нашими контактами регулярными мы придадим определенный импульс для развития всего спектра взаимоотношений, активизируем межведомственное сотрудничество, потому что в мире ситуация меняется, процессы развиваются, и интересы людей, безусловно, требуют комплексного нашего участия для обеспечения и защиты этих интересов. В рамках встречи было подписано 2 межправительственных договора. Соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан наших стран подписали главы внешнеполитических ведомств Республики Абхазия и ПМР. Также было подписано соглашение о взаимном признании эквивалентности документов об уровне образования и квалификации, ученых степенях и званиях, академических справок. Министр образования Республики Абхазия Адгур Какоба убежден, что данный договор даст возможность студентам и преподавателям наших стран без дополнительных документов учиться и работать на территории дружественного государства. Затем правительственную делегацию Приднестровской Молдавской Республики принял президент Абхазии. Подписанные соглашения позволят нашим отношениям выйти на новый уровень развития, уверен Рауль Хаджимба. Президент выразил поддержку братскому народу Приднестровья и отметил, что в Абхазии с особым вниманием следят за ситуацией, сложившейся вокруг Приднестровской Молдавской Республики. Той ситуации, в которой мы с вами уже выстраиваем длительное время отношения, я думаю, что многим нужно было бы взять пример и пойти по пути как раз-таки выстраивания таких отношений. И все, что сделано за это время, придает еще раз нам уверенность в том, что мы на правильном пути. Виталий Игнатьев отметил, что попытка купировать контакты со стороны Молдавии есть, но воля народа не может быть пресечена искусственными методами. Мы будем преодолевать препятствия и продолжать налаживать связи, сказал министр иностранных дел Приднестровья. Стратегические отношения между нашими государствами будут наполняться практическим содержанием, уверен Игнатьев. У нас, по сути, задача двоякая. Это создание дополнительных договорно-правовой базы, дополнительных возможностей для того, чтобы еще лучше обеспечить права и интересы наших граждан. Ну и второй момент – наполнять конкретным содержанием эту работу. И здесь тоже есть ряд задумок, есть и ряд предложений, которые мы уже обсуждали с нашими коллегами.
будем и дальше двигаться в этом направлении. За вклад в укрепление мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами Республики Абхазия и Приднестровской Молдавской Республики Раулю Хаджимба вручили высокую государственную награду от президента ПМР «Орден Дружбы». В свою очередь Рауль Хаджимба передал памятный подарок своему коллеге, президенту ПМР Евгению Шевчуку. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение. 24 октября руководитель фонда АПРА Аслан Бжани заявил на пресс-конференции, что общественно-политическая обстановка в республике критическая. По его словам, существует опасность для национальной безопасности. В связи с этим, если его поддержит народ, то он потребует отставки президента. В ответ на это заявление Высший совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА призвал Аслана Бжани не будоражить народ и не использовать его для решения своих личных политических амбиций. Высший совет АРУА отмечает, что у нас в стране много накопившихся проблем, которые решаются и которые еще предстоит решить. И подчеркивает, что возможность для этого появилась благодаря событиям 27 мая 2014 года, к которым привела совместная деятельность экс-президента и самого Аслана Бжани. Высший совет АРУА согласился с претензиями в отношении прокуратуры, которая до конца не расследовала деятельность предыдущего руководства, подчеркнув при этом, что у господина Бжани была возможность принять участие в спасении страны в момент опасности 24 года назад, когда народ Абхазии был на грани физического истребления. Вчера в нашем эфире в репортаже о ситуации на дорогах была допущена ошибка. Была использована фотография с изображением лиц, не имевших отношения к описываемым событиям, за что наша редакция приносит свои извинения семье Тимура Тортия. На дорогах Абхазии вводится в эксплуатацию подсистема автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. В данное время система проходит тестирование. Об этом наш следующий сюжет. Данный аппаратно-программный комплекс автоматической фиксации административных правонарушений обеспечивает распознавание государственных регистрационных знаков, классификацию событий по зафиксированному нарушению ПДД на основе сформированной доказательной базы, мониторинг и протоколирование передвижений транспортных средств. Структурно подсистема представляет собой совокупность локального устанавливаемых комплексов на рубежах контроля и центрального стека сервисного оборудования, размещенного в специально отведенном помещении для обработки, архивирования и дальнейшей трансляции полученных данных. На сегодняшний день мы начали эксплуатацию в штатном режиме 9 передвижных комплексов по всей трассе Псоу-Ингур и 6 стационарных комплексов в городе Сухуми. До конца года планируем расширить группировку комплексов до 100 штук с возможностью расширения их функциональности. Данные с локальных установок обеспечивают регистрацию следующих нарушений ПДД, определение скорости передвижения транспортных средств путем использования специального радиолокального измерения скорости, определение въезда на полосу встречного движения, определение проезда на запрещающий сигнал светофора, определение заезда на стоп-линию на красный сигнал светофора. Программно-аппаратные комплексы, развернутые на постах ДПС, работают в режиме одновременной обработки всех регистрационных номеров автомобилей, попавших в зону распознавания, и формируют базу данных с сохранением информации о времени, дате, направлении проезда, распознанном номере автомобиля, а также с сохранением соответствующего видеокадра или совокупности кадров. Сплошной онлайн-поток всех транспортных средств, проходящих через данный пост Приморский. В случае выявления нарушителя он загорается оранжевым цветом, дается сигнал непосредственно инспекторам, стоящим на дороге, нарушитель останавливается, после чего в отношении него начинается процедура привлечения к административной ответственности. На данном этапе целью введенной системы должно являться повышение эффективности контроля ситуации на транспортных магистралях, городах и районах, а также на автостраде Псоу-Ингур. Автоматизация процессов
выявление нарушений правил дорожного движения, оформление материалов административных правонарушений в области обеспечения административных наказаний за данные правонарушения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий за счет повышения дисциплины участников дорожного движения, а также автоматизация процесса обнаружения транспортных средств, находящихся в розыске. И также хочу добавить, что неотвратимость наказания – это будет главный принцип этой системы, потому что она исключает человеческий фактор. В настоящее время также проектируется система видеонаблюдения с точки зрения правоохранительного сегмента. Первый этап АПК по мониторингу общественного правопорядка запущен в городе Сухум. И ведутся плановые работы по Гагре. Рената Шакая, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Сухуми начала свою работу международная научная конференция «Фольклор народов Кавказа. Историческое наследие и современное бытование», посвященная памяти фольклориста, известного нартоведа, литературоведа, общественного деятеля Абхазии Артура Аншба. Научный форум высоко оценил значение трудов ученого нартоведа для развития всей абхазской фольклористики. Амра Мичба продолжит тему. Международная конференция, посвященная памяти Артура Аншба, будет проходить в течение 3 дней. В работе научного форума приняли участие более 40 зарубежных делегаций из России и Турции. Приветствие президента Абхазии к участникам мероприятия зачитал советник президента Владимир Зантария. Конференция, посвященная 80-летию Артура Аншба, значимое событие в научном мире, отмечалось на открытии. На труды и монографии Артура Аншба до сих пор опираются в своих работах ученые-нартоведы всех стран. Артур Аншба – автор около 50 научных трудов по различным проблемам абхазской литературы и фольклора, в том числе и фундаментальных монографий об особенностях поэтики нартского эпоса, а также вопросов соприкосновения абхазского фольклора с действительностью. Артур Аншба был не только выдающимся абхазским ученым, автором серьезных исследований памятников устного народного творчества, но и участником национально-освободительного движения. На конференции подчеркивали, что эта сторона деятельности ученого должна стать достоянием общественности. Ученый Василий Авицба отметил, что труды Артура Аншба нуждаются в переиздании, так как его работы стали библиографической редкостью. Те немногие экземпляры, которые хранятся в библиотеках научных институтов в ЯГУ, стали ветхими и рассыпаются прямо в руках. Директор Центра стратегических исследований Олег Доменя был лично знаком с Артуром Аншба. В своем выступлении он отметил, что ученый не раз демонстрировал высокую эрудицию во многих вопросах. Артур Аншба была личностью незаурядных способностей, энциклопедических знаний. Мне не раз приходилось бывать у него дома. Я видел тексты Махабхарата, Упанишада, Илиады и Одиссеи, Божественной комедии и других классиков. И вообще вся мировая классика была его стихией, не говоря уже о русской литературе и об абхазской литературе, в том числе фольклорного материала. Человек, который не просто читал, а все это как бы аккумулировал в своей живой памяти. И он это носил, просто когда я лично задумываюсь о нем, я поражаюсь, какой силой он мог вообще обладать. Все это нести в своей памяти. И хочу сказать, что у нас, как и в России, поэт больше, чем поэт. Писатель больше, чем писатель. И ученый больше, чем ученый. Работа международной научной конференции будет проходить в 3 секциях. Свои доклады по проблемам фольклористики представят ученые из Адыгеи, Карачаева-Черкесии, Калмыкии и Абхазии. Амра Мичба, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Накануне в Московском доме национальности представители руководства Государственного комитета Абхазии по молодежной политике провели встречу с абхазской молодежью, проживающей и обучающейся в Москве. На встрече обсуждались возможности создания коммуникативной площадки для более активного их взаимодействия с молодежной госструктурой Абхазии. Председатель Госкомитета по молодежной политике Аляс Авицба зачитал приветственный адрес от лица президента Абхазии Рауля Хаджиба. Он также рассказал о деятельности Госкомитета, ознакомил молодых людей с реализуемыми проектами и поделился планами на будущее.
Российская фармацевтическая компания «Биофарма» уже на протяжении многих лет успешно работает на территории Абхазии. На этот раз компания решила оказать гуманитарную помощь в виде медикаментов всем детским лечебным учреждениям Абхазии. На торжественном вручении сертификатов присутствовали главные врачи всех районных больниц республики, а также министр здравоохранения Анзор Гоов. «Биофарма» – один из крупнейших производителей лекарственных средств. Компания давно вышла на мировой рынок и активно реализует свою продукцию во многих странах мира. Высокий стандарт качества фармацевтического производства – вот основная цель всей команды работников компании. И до сегодняшнего дня им удается поддерживать этот статус. На территории Абхазии фармацевтическая компания «Биофарма» работает уже в течение 10 лет. Клиентская база в нашей стране с каждым годом увеличивается. На сегодняшний день она составляет более 100 аптек. Сотрудники компании, зная, что в больничных учреждениях зачастую не хватает лекарств, решили преподнести в дар всем детским лечебным учреждениям Абхазии медикаменты первой необходимости. По словам директора компании «Биофарма» в Ростове-на-Дону Валерия Камягина, пока это разовая акция, и при выборе необходимых лекарственных препаратов для определенной больницы они советовались с руководителем детских отделений. Поскольку мы очень давно работаем на территории республики, знаем ее трудности, ее какие-то там серьезные задачи. Мы были одними из первых, кто помогал становлению фармацевтического рынка Абхазии. И, собственно говоря, видя всю эту ситуацию, постепенно, эволюционно мы пришли, созрело такое желание искренне помогать. Мы общались с каждой из больниц, выясняя, что на настоящий момент является наиболее востребованным, в чем наиболее проявляется сейчас необходимость. Гораздо эффективнее адресная целенаправленная помощь в виде конкретных медицинских препаратов, в виде конкретных расходных материалов. То, что именно непосредственно нужно в самих отделениях. На наш взгляд, это эффективнее и целесообразнее. Получить подарочные сертификаты, а впоследствии уже забрать медикаменты приехали главные врачи районных больниц Абхазии. Теперь эти лекарства будут выдаваться в лечебных учреждениях всем больным детям бесплатно. На фоне повышения цен на медикаменты лекарственная гуманитарная помощь как никогда кстати, говорят врачи. Для нашего города это особенно важно, так как мы считаемся отдаленным городом от столицы. Мы очень благодарны этой благотворительной помощи, что они нам ее оказали. Наше отделение нуждается в благотворительной помощи. Отделение функционирует, лежат детишки у нас в стационаре. И поэтому эта помощь, я думаю, нужна всем. Хочу поблагодарить компанию «Биофарм». Любая помощь для нас важна, тем более в таком качестве и в таком количестве. Я знаю, эта фирма давно работает в Абхазии и многим помогла учреждениям. Дошла очередь до нас, очень приятно. Мы правильно используем все то, чем нам помогут. Ранее компания оказывала гуманитарную помощь медучреждениям Абхазии, но не так масштабно. Общая стоимость лекарственных препаратов, переданных всем районным больницам республики, составила более 500 тысяч рублей. В планах руководства компании «Биофарма» акции подобного рода сделать традиционными. Сария Смырастамургожба, Абхазское телевидение. В Корчальске Абхазский государственный театр комедии имени Шараха Пачали открыл сезон премьеры. Зрителям был представлен спектакль «Чудо божества Жабран» по мотивам пьесы Александра Антокольского «Хочешь – верь, хочешь – нет». Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный артист Абхазии Роман Сабо. Премьера во Дворце культуры имени Гулия накануне прошла с аншлагом. Продолжительными овациями зрители выражали огромную благодарность труппе театра за спектакль. А сейчас, как обычно, о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, ливневый дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем 14-16 тепла. Температура морской воды плюс 18. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.